В 2025 году специалисты филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго проведут ремонт более 66 километров линий электропередачи всех классов напряжения. На эти работы будет выделено около 38 миллионов рублей. Специалисты заменят 38 километров старого провода на самонесущий изолированный, а также заменят 438 дефектных опор и более 4000 поврежденных устаревших изоляторов. В этом году также будет проведен ремонт воздушной линии электропередачи Ищорская-Плиева. Всего в 2025 году Россети Северный Кавказ направит 249 миллионов рублей на реализацию ремонтной программы в Ингушетии. Для получения скидки на детские билеты в поезда дальнего следования не нужно будет предоставлять подтверждающие документы из учебных заведений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Накануне глава правительства своим постановлением ввел скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты во внутригосударственные поезда дальнего следования. Ранее такая скидка действовала только с сентября по май для школьников, которые учатся очно. Мишустин назвал неправильным то, что она не применяется для остальных учащихся, включая студентов колледжей и техникумов. В Госдуме напомнили об изменениях начисления пенсионных баллов. С начала года стоимость одного пенсионного балла выросла с 133 рублей 5 копеек до 142 рублей 76 копеек. Кроме того, размер фиксированной платы составил 8728 рублей 73 копейки, что примерно на 600 рублей больше предыдущего показателя. В Госдуме добавили, что размер будущей пенсии зависит от общего количества набранных баллов. При этом количество начисляемых пенсионных баллов напрямую зависит от заработной платы. Для выхода на страховую пенсию в текущем году необходимо иметь не менее 30 баллов. Для получения одного пенсионного коэффициента необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, что составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Федеральная антимонопольная служба с начала года ввела новую систему тарификации электроэнергии с учетом 3 диапазонов энергопотребления. До 3900 киловатт-час в месяц, от 3900 до 6000 киловатт-час и свыше 6000. Однако для владельцев частных и садовых домов без газоснабжения, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, к тарифам на электроэнергию будут применяться понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. Кроме того, ведомство проработало новые формулы расчета тарифов с дифференциацией по 3 зонам суток – пиковой, полупиковой и ночной. Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева начинает реализацию нового проекта «Живая история Ингушетии». Проект запущен с целью сохранения семейных историй и истории родного края. По итогам работы будет издана книга ингушских семейных историй. Принять участие в проекте и поделиться своей историей могут все жители Ингушетии. В преддверии 8 марта в России наблюдается усиление мошеннической активности. Злоумышленники используют комбинированные схемы по социальной инженерии и фишингу с акцентом на праздничную тему, отметили в ВТБ-банке. Наиболее часто перед 8 марта встречаются следующие мошеннические темы: ложные предложения о знакомствах, доставка цветов, рассылка вредоносных поздравительных открыток, фишинговые письма с подарками по промокоду, рассказывают эксперты банка. Ингушская певица Роза Икажева представит республику в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Конкурс организует телерадиокомпания «Звезда» при поддержке Министерства обороны России. В нем примут участие вокалисты со всех уголков России, стран БРИКС и СНГ. Судьбу участников решат зрители и оценки жюри. Роза Икажева выступает под псевдонимом «Розали». Еженедельные эфиры и голосования стартуют 5 апреля.